где вылистится нити никогда. Время уже половина седьмого. Никогда так поздно, то есть никогда так рано не вставали. Так, а почему так думаешь? Потому что допоздна работали. Это во-первых. А во-вторых, погода-то вон какая. Кстати, дождь пошел моросить. Да? Ветрюган, короче, сутки уже, с вчерашнего дня уже ветер, и он не просто ветер, а ветрюган капитальный. Ну, говорили, что потише сделаем, пожалуйста. Не слышно. О, ну, можно было, ну ладно. В общем, друзья, сырой сильный ветер, очень быстро тает снег. на глазах. Минуса не было, плюс 5 градусов, это вот раннее утро, ночью также было 4 градуса. В общем, труба. Я хотел привезти лодку сегодня на буксировщике, но я не думаю, что это у меня получится, потому что я ждал Наст. Привезти-то он привезет, просто опасно. Где-то, если что-то в наледи зароется, возможно, перекат. В общем, можно сделать бюль-бюль-оглы. Что весьма и весьма нежелательно. Открыть купальный сезон. Да, а там Печора, это не просто можно искупаться, можно, это как Чукча Тонет говорит. Пьет воду. Я, говорит, воду пью, да пей, не жалко. Да, Ну, да я много воды пью, да пей, ее здесь много. Я, говорит, наверное, здесь жить останусь. живи. Вот тогда уж потом пошли спасать. Нет, конечно, мы этого делать не будем, как бы надо думать башкой. По плану у нас сегодня озеро, у нас там жерлицы, надо все проверить, насадить пешню мы на Печоре. Ну, сейчас лед растаял там уже, наверное. Да. Такая теплынь, можно и без этого. Вот. Ты что, прикормку кушаешь? Да. Ага. Взял творог на прикормку, и он рубает, сидит с утра, блин. Так что мы сегодня... Ну, рыба не клюет, так. Да, сами хоть клюнем. Что я буду кормить его? Так, ладно. Сегодня у нас, как говорится, такой день, что... Нет, мы сейчас позавтракаем, пойдем, конечно, но с утра раннего... Это когда вот солнышко встает, полный штиль, погодка, душа сама просится на речку, быстрее, там уже в избе не... А когда вот такая непогода, сырость, слякоть, дождь и ветер, то хочется просто посидеть в уютной избушечке. Да. Лишний часик 2. Там пушка, да, сидим. А это? Да, это он сейчас зачерствеет скоро. Конечно. На утро у нас традиционная яичница. Сегодня она у нас с салом. Сала мало, не бывает. А наоборот, много не бывает. Да. Окуня, кстати, можно на сало попробовать. Ага. Он смотрел подводные съемки сейчас. А мы давно пробовали уже. Толиком и Ефремовым вон на Светлом озере. Клевал. Да. Налим, между прочим. Вот такие налимы на сало клюют. Вот, ну тоже подводные съемки. Что только он не кидал ему. И окуневый глаз, и это. Сало кинул, одного небольшого выдернул. Тоже окунь стоит тупо вот так вот. Да. И ни на что не реагирует, не берет. Съемка видно. А может тогда он на солнце не брал, сейчас пасмурно на озере, может, берет. Да. Вот перед этой непогодой, говорит, вот не вчера, а позавчера, говорит, рыба клевала на озерах. Тогда тоже у нас не клюет, а Толик ловит. Ну, я, естественно, ну что ловишь? Он показывает во рту. Он такие кубики маленькие нарезал и жует его.
Ну не до конца, сало так. Жует, чтобы оно лохмочено было. Он говорит, насадил на мамышку, тык, окунь. И показывает во рту. Я тоже, блин, нарезал. Жую и насаживаю. Да мне можно как такой полосочку нарезать тоненькую, как червячок, Да? и насадить его. А видишь, который еще сало плохо жуется, там остается такое, как ниточки. Насадишь, я смотрю в воде так, у лунки машешь, и это вот все шевелится, как живое. Кинул так раз, тык, блин, соблазнил. И пошло дело. Так что как-то вот так. Встречаемся на озере. Да, с монстром, щукой, которая разорвала. Поводок. Угу. Там плавает эта щука с поводком. С плотвой. С двойником в глотке. Угу. Так, наверное, у него аппетита-то не будет. И пофиг ей. У них же нервов нет. Есть, наверное. Есть, думаешь? Думаю, да. Если бы она нервничала, она бы нам все жерлицы порвала. А так нету нервов у нее. Хотелось бы, конечно, трофейную, да, какую-нибудь килограмм на Да. 10. Сейчас лунки... Ну такую, чтобы пришлось ехать за пешней. Там сейчас знаешь, какие лунки? Мы их делали на 15, Да. 150. Думаешь, возьмела? Я как-то у меня нога ушла туда. Ничего себе. Я иду, а снежком припорошило, получается. Ну. Шаг, два, верхний проваливается, проваливается, не держит уже так же. А там под этим. Як. И полностью это. Я, блин, бочком, думаю, не понял, что такое. На озере, блин, промоина. Ну, А там вот такая уже, там полметра дырень. ничего себе. Лунки размывают. Ты что, на озере тоже? Там, если верхний сейчас от дождей держать не будет, там хреноватенько будет. Ну, И, возможно, фиксацию придется делать. Там можем и на урагане не проехать, если вода будет. на озеро не будем заезжать, доедем до этого места. Сходим, проверим. Там же рядышком. Увидим все. Как будет, что будет. Все увидим. Все заснимем. Всем расскажем, всем покажем. Друзья, доехали до озера. Не знаю, видно вам, не видно. Но там, где мы пытались подняться, там уже не лед. Там уже просто вода. Озеро. Скорее всего, под низом лед, возможно, есть, но воды очень много. По-любому будем пробиваться в новом месте. Появился небольшой форс-мажор. Ивану только что позвонили. Надо срочно выезжать. Так что по-быстрому проверяем жерлицу и едем обратно. Рыбалки сегодня не получается. Ну а пока посмотрим, сможем, не сможем доехать вообще. Добраться до нашего озера, до наших жерлиц. Пока картина вообще печальная. Здесь просто труба. Снег сырой, без заморозка. Вообще вон букс проваливается. Вон. Проваливается полностью, да? Сантиметров 40? Сантиметров 40 проваливается. Жесть. Убрать, пока никому не воткнулось. По-любому там, где наша жерлица, наверное, такая же петрушка.
Нас-то нет вообще. Просто сырой снег. Корыто полностью валится передняя. Ну как тебе в туннеле? Локти поднимает, да? Вон полностью проваливается, вон толкач. Полностью, если видно, вон. По самые бортики проваливается. Местами даже вот глубже набрал уже снега полное корыто. Еще и выключил. Ладно, потом почистим. Блин. Вообще эти кнопки не на месте расположены, блин. Постоянно задеваю. Ладно, поехали, что. Еще немного, еще чуть-чуть. Вон, целяк. Это не нас, друзья, это сырой снег. И он полностью валится. А на реке потоп, ой, на озере то есть. Не знаю, стоит, не стоит выезжать вообще на озеро. Может, на озеро не будем выезжать? Так и поедем дальше, да? Да, вон там просвет. В прошлый раз здесь мы ездили еще по Насту. Естественно, сейчас оно ни черта не держит, проваливается. Опа! Полностью проваливается. Но едет, едет, друзья, едет. Еще немного. Еще чуть-чуть. А первый лед-то не держит уже. Вон, проваливались везде. А, флажки, почему не сработали флажки? Флажки не горят, да. Почему никто? А нет, вон там вроде бы, вон. Прямо. Че? Или нет? Не, Не работает. флажки не сработали. Щука осторожничает. Скорее всего, окунь сдох, а не дохлого окуня не едят. О, смотри, первый лед не держит, вон. Проваливается. Много не покатаешься. Ой, они будут кататься, все. Проверяем и... Ай, да. Едем обратно. Ну, поднимать, наверное, не будем пока, да? Или что? Нет, конечно, я ж... Что будешь поднимать? Полдня Едем там, я же оставлю это, потом приедешь. Да. Так, теперь главное на старую лунку не наступить. Да. Вот это да, вот видел, Коля, какая остается? Да. Полностью он забирает. Так, Иван Григорьевич уже живчика одного поймал. Клюнул, говорит, на мормышку с червячком, да? Да. Ты на той лунке, где я рыбачил? Да. Сейчас лунок-то не видать. Верхний слой льда поднялся. Вот он. Сделал я все-таки удочку. То есть не я сделал, а Григорьевич помог. У меня, видать, узел было порвано. Правда, жалко мне эти блесенки от Михаила. Без поводка. Тут живет щука. Если она хапнет, то мало этой тонкой лески не покажется.
Ну, попробуем. Попробуем. Что получится. Если разик оборвет, я больше никогда здесь не буду без поводка с блесной. Сейчас посмотрим, что нам скажет блесенка от Михаила. Раз. Два. Три. Пока не хочет. Живцы на жерлицах все подохли. Вот и объясняется то, что не было сработок. Даже дохлую не берут. Хотя в тот раз на дохлую плотву, ну она еще как, только-только сдохшая была. Свежачком, наверное, пахло, а сейчас, наверное, тухлячком уже прет. А там жерлица сработана, да, Вань? Или сейчас сработала? У нас одна сработанная жерлица, друзья. Сейчас мы посмотрим, что на там, что на там. Мне кажется, сейчас я по-любому бы ее заметил. Я здесь проходил, не было сработок. Это мы, наверное, здесь проехали, щуку шуганули. И она пошла, и потому что не было сработок. Вон, жерлицы все плавают. Если щука попадет, она утащит нахрен эту жерлицу куда подальше. Хотя бы так поставить, что ли. Лунки, видишь, какие здоровые стали? Ой, хоть бы эта щука попалась с твоей блесной красной мормышкой. У Ромки здесь оборвала она. Непонятно. Сейчас эти жерлицы могут разобраться, и он может просто утащить эту катушку. Или сейчас растаяла, упала, сработала. Нет, вымотана полностью. А здесь никого. Кто-то был и ушел. А может, возвращается? Кто-то был и ушел. Окунь уже вон. А, твердый стал. Да, деревянный. О. Весь покрытый зеленью. Абсолютно весь. А, щука-то цапала, видно? Следы есть. Коцанный окунь. Так, поймай. Сейчас оттуда возьму, живого поставлю. Вон сколько мути здесь. Мути-мути. Тутти-фрути. А здесь тоже флажок вылетел. Да? Ну, конечно, Сейчас глянем. Вот. Ну да. В снегопад так и потеряешь, блин. Все хрустит, все трещит. Ну тут по-любому щуки нету, потому что жерлица он плавает. Видишь? Она плавает. Он. Это хорошо, что здесь никого не было. Она бы утащила эту жерлицу. Такая тоже сработала же, видишь? Как же он О, сам не вылетит? тоже дохлый. Белый-белый. Он белый, окоченевший, а жабры красные, живые. И глаза живые. Мозги еще живут. Ой, ладно. Надо, в общем, менять живцов. Друзья, в общем, хожу. Меняю живцов. Все живцы абсолютно дохлые. Нигде ни одного живого. Пришел сюда, вот такая вот картина. На всякий случай включил камеру. Смотрите, как все размыло. Как размыло. Вон. Тут если даже под пятнашку бурили, уже лунка диаметром сантиметров 20. А нет. Была бы щука, она бы уже утащила, наверное. Здесь щуки нет.
Вон, вот такие вот все дохлые окуня. Естественно, их никто брать не будет. Тут живых дохренище на этом озере. Щука же не дурная, не будет она дохлую брать. Вот была бы живая плотва, там бы базара нет. Вот пока были живые плотвички, ну поймали сколько? 5 щук отсюда. Пару штук ушло. Один обрыв поводка. Вот здесь вот в этом месте карабин. Не карабин, а вот этот вертлюжок вырвало. Так что плотва работает, а окунь не очень. Видать, они до изжоги этого окуня уже здесь, эти щуки, обожрались. Надо съездить на другое озеро, плотвичек половить. И потом уже приехать сюда и выставлять жерлицы. Плавай, друг. А вдруг? Вот как вот сюда сейчас эту жерлицу? Она диаметром меньше, чем лунка. Вон. Она туда полностью уходит, вон. Смысл ее сюда ставить? Так, ладно. Будем думать что-то другое. Надо переставлять ее. Друзья, в общем, меняю живцов на жерлицах. Подхожу к крайней жерлице и вот наблюдаю такую картину. Вот она, вот лунка, да? А жерлица с поднятым флажком получается метр, 2-3 метра где-то от лунки. Такое ощущение, что кто-то поднял ее и перекинул туда. Думаю, что за хрень, блин. Беру леску, и там натяжка, реально натяжка. Пока я думал, пока включал камеру, кто-то туда потянул, и вот, как мы видим, жерлица подошла сюда, вот оттуда. Вот она здесь вот была, там. В общем, не знаю, что там, друзья, но там что-то есть. И вообще это загадка, как это так, флажок жерлицы очутились в стороне от лунки. Такое ощущение, что кто-то поднял и перенес туда. А там кто-то есть. И сейчас мы это посмотрим. Вот он, вот он, вот он. Кто-то дергает. Все. Уже не дергает. Нет, еще есть. Вот она идет. Вот она, щучка. Тигровой окраски. Но загадка так загадка. Когда все-таки вон полный живот. Полный живот. Вон какие здесь красивые все-таки щучки. Вот. Вон какая буйная. Да остановись, дайте посмотрим. Вон какая она сильная. Вон какое у нее брюхо. Пятнистые окраски. Реально тигр, пантера, красная щука. Вот видите? Вообще щуки, конечно, здесь на этом озере просто красавицы. Энскадан. И все-таки это остается загадкой. Вот. Смотрите, вон. Даже солнце оттаяло. Сама жерлица была вот здесь. Флажок сработан. Чудеса да и только. Если даже щука дернула, флажок подпрыгнул, потом отнесло его ветром, так она бы потянула, все равно лунка растаявшая. Загадка так загадка. У кого какие версии, прошу написать в комментариях. Я сам просто в шоке. Видно, что не сейчас это было, потому что стоит так давно. И при желании щука могла утащить вот эту жерлицу. Потому что когда я дернул за леску, за поводок, она, видать, очухалась, дернула, и флажок оттуда вылетел. То есть она могла просто юзом потащить, опять на место положить. Чудеса, да и только. Ну, все равно озеро нас не оставило без улова. Григорич, он там ловит живцов. Осталось поменять буквально где-то штук 5, наверное, жерлиц. А живцов дохлых на... И как мы видим, вон щучка килограмма на 1,5.
Вот такая вот красотулечка. Щучулечка, красотулечка. Красотуля, красотуля ты наша. Все-таки мы с уловом. Здорово. Друзья, смотрите, кого я нашел. Иду к Ивану, смотрю по льду. Вот такая вот красота идет. Это уж точно веста. Откуда она появилась? Скорее всего, с лесу где-то на паутине, может, прискакала. По ветру или унесло ее откуда-то. Но не на льду же, где она живет. Ползет сама по себе, такая ползет. Да, это уже тепло, друзья. О, идет, любопытничает, хочет с вами поздороваться. Вот такая вот гусеница. Передавай привет всем всем зрителям канала Коми Рыбак. Скажи привет от гусеницы. Интересно, что из нее вырастет? Какая-то бабочка по-любому, наверное. Все просыпается, все оживает. Это весна. Так, у нас не хватило живцов. Не знаю, Иван поймал, не поймал. Штук 5, наверное, желез осталось еще не снаряженных. И будет опять надежда. А так на дохлых, тухлых окуньков никто не хочет. Никто не берет их. Что говоришь? Ну, повезли только на вскрытие еще. И не поедешь сегодня? Нет. Завтра? Да. Сегодня еще спим здесь, да, получается? Конечно, и рыбачим сегодня. Она говорит, ладно, рыбач, не торопись. Я говорю, ну вот, мы уже, я говорю, с одного озера ушли. Ну вот. В общем, планы меняются стремительно. Собирались уже уезжать. Хотел поменять всех живцов на жерлицах и в дорогу, но позвонили, говорит, Григорьевич, выезжаем завтра, так что сегодня еще порыбачим. Тем временем у нас все отличился Григорьевич, вон такого кабанеллу поймал, и он даже на озерного-то не похож, он какой-то больше и покусанный, видишь? Покоцанный, да? Да, ничего так. Тут щука гуляет. Коцнутый. Вон, глазами крутит. Тудым-сюдым. Такой красавец по сравнению с этими-то живцами-то. И, говорит, следом за ним 2 живца сразу клюнули, выстроились. Вон, 4 живца. А я щучку все-таки вытянул. Да? Да. Где-то 1,5, наверное. М. Самая последняя, самая дальняя. И так интересно, главное, я пришел, лунка здесь, флажок 3 метра в стороне. Ну, тоже сыграл, наверное, чуть. Нет, ну так сильно сыграл, чтобы это, или ветром унесло, не знаю. Так самое интересное, он же силой-то мог, я потому что, что за фигня, думаю, может ворону утащили, может кто. Леску туда, туда, и флажок-то тянет, то есть мог он потянуть. И опять успокоился. Я уже потом камеру включил, на камеру вытащил. Так что у нас окунь есть, щука есть. Сейчас вечерком пойдем еще и сигов наловим. Да. Ведерко много не надо. Да, может быть ночная рыбалка. Каждый раз собираемся ночная. Да. Приходит вечер, поехали в избу, ну ее нафиг. Да. За целый день натопаешься туда-сюда, блин. Так... Я не могу сидя рыбачить. Вот, чтобы меня это А потом ноги болят. А потом ноги, блин, ночью сводит ногу. Вот сегодня, ой, Конечно. блин. Напряжение То такое. еще по снегу, снег, блин, по пояс. Ногу поднимаешь, блин. Так, ну что, здесь пока тогда живцов подергай, я пойду эти насажу. И не знаю, у меня эти еще есть самоловки на катушках, там штук 5-6, наверное. В принципе, их можно было снарядить дальше туда. Попал на окуня, сейчас щука попала. Да? Угу. Может, она уже вчера попала. Ну, наверное, потому что дохлые. Все, идем дальше. Мы уже никуда не едем. Рыбачим сегодня, а завтра уже сюда не едем на озеро. Выезжаем оттуда, проверяем снасти и едем. Так, ну что, друзья.
Все жерлицы проверил, насадил свежими живыми окуньками. И вот такая вот артиллерия, слева, справа, все, в общем, ловит. Есть надежда. Вроде, а стрелять никто не хочет. Ну, не время еще, скорее всего. Можно теперь посидеть, отдохнуть. Поклевывает живчик, на блесну нет, а на мормышку от дна. И вот я поймал своего кабанчика, клюнул на игру, на мормышечку. Так что, как вы видите, крупный окунь есть. У Григорича клюнул, у меня клюнул. Посидим, порыбачим. Живчики нужны. А перемешку, если такие будут кабанчики поклевывать, это будет просто здорово. Так что блесну ни в какую брать не хотят. Очень-очень аккуратно. Сейчас я вам покажу, как он берет. Это надо видеть. Говорить смысла нету. В общем, взял леску где-то, наверное, 0,12. Самую тоненькую, что мне есть. Мормышку такую, вольфрамовую маленькую. Вот на дно отпустил. Так, если видно, да? И все, немножко оторвал, буквально сантиметр 2 от дна. Можно вот так вот на дно постучать по дну. Да, постучал. И немножко оторвал. Но этого крупного я поймал на игру. Вот так вот начал играть, потихоньку поднимая. И где-то сантиметров на 15 от дна он ударил. Ну как ударил? Кивок остановился, я подсек его. Как бы крупный окунь здесь есть. Есть, только ленивый такой. Да-да-да. Если мелочь как-то хоть показывает свою активность. Этот возьмет, вот стоит. Я говорю, тот раз тюкнул, больше не клевал. Через 20 минут вернулся к нему, он опять тык. Вот такой вот матросик. У этого хоть полоски видать. У меня-то темнее, у тебя вообще на речного похож. Ну, там, наверное, песчаный дно. Лед тает на глазах. Сегодня, завтра по-любому еще порыбачим, а там видно будет. Да, так вода уйдет со льда, лед поднимется. Так он уже поднялся, берега вон там все оторваны уже от того. Та сторона, видать, эта сторона солнце меньше попадает или что, как-то еще не так. От лесу просто дальше. Северная сторона всегда солнце греет. А южную, видишь, за лесом. Не хочет. Вот стоит только включить камеру, я уже замечал не раз. Все, клев прекращается. Вообще не хочет. Так, друзья, походу я нашел окуневую лунку. Не знаю, сколько их там. Но, по крайней мере, вот таких вот 3 штуки выловил уже. Один жерличный, один с ладошку и один такой хороший, нормальный. И если обычно окунь брал только возле дна, то здесь он берет по всей высоте и даже на игру. Какая-то активная стайка. О, вот он. Вообще взял на пол воды, получается. Ведь трюга вообще капитальный. Сильнее и сильнее слышно, аж как деревья валятся. При плюсовой температуре и при солнце, и с таким ветром снег сейчас вообще махом съест. Так река долго не простоит.
ветер, что не надо даже кивком играть. Кивок и так гуляет. Поклевка. Или просто время подошло. Оп. Мелкий только, блин. Ведь крупный тоже здесь есть. Но он осторожничает до поры до времени. Вот когда у них начнется жор, вот тут красота вообще. Тогда эта мелочь не будет успевать, будет только крупный херачить. Оп, уже сидит. Скорее всего, наверное, все-таки совпало две причины. Нашел стайку. И все-таки, наверное, подошло время. Время обед где-то 12. Ну, пока клюет, подергаем. О, уже сидит. Пока клюет, подергаем. Ивана надо позвать. У него клюет, нет, интересно. Давай крупного. Здесь, я думаю, и блесна бы, наверное, работала. Далеко идти. Ладно. Пока клюет, ловим.